Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе. Президент Аслан Джаня принял постоянного координатора ООН в Грузии Сабину Махаль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич. В учебном центре МВД прошла презентация книги, в которую вошли истории 28 героев Абхазии. В Абхазском государственном университете прошла лекция политолога и журналиста Руслана Курбанова. Насколько энергетики Абхазии готовы к зимнему сезону? Что ожидает республику зимой и будут ли введены верные отключения? Актуальный репортаж программы. Абхазия выступает за налаживание нормальных цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно при условии признания Грузии независимости и государственного суверенитета нашей страны. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Джаня на встрече с постоянным координатором ООН в Грузии Сабиной Махаль и советником по полевым вопросам УВКБ ООН Марией Волошкевич. Во встрече, в рамках которой обсуждались направления сотрудничества, также участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба. Представители ООН рассказали о деятельности агентства ООН и международных правительственных организаций, работающих совместно в рамках Абхазского стратегического партнерства. Отметив важность борьбы с коронавирусной инфекцией, Аслан Джаня озвучил заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике. В ходе встречи президент обратился к представителям ПРООН с просьбой оказать содействие в реставрации одной из самых древних православных святынь Абхазии – Бедийского храма. Сложившихся реалий это очень важно. Мы это на самом деле ценим, потому что речь идет о десятках, о сотнях людей, которым вы конкретно помогаете. И вам, конечно же, за это большое спасибо. На что можно было бы обратить внимание, несмотря на сложности, которые существуют, на разность позиций между нами, грузинской стороной. Вот руководство Грузии зачастую говорит о том, что они готовы укреплять меры доверия. Вот они там об этом говорят. Но это неплохо, если они в этом случае будут работать. И в то же время мы видим, как они блокируют реализацию конкретных наших проектов. Недавно это было с детьми, с спортсменами где-то произошло. Да? Сейчас вот мы сталкиваемся с проблемами, связанными с запуском Сухумского аэропорта. Они это решение тоже блокируют. Сложно очень понимать такие вещи. С одной стороны провозглашать одно, потом делать другое. Так мы будущее построить при таких подходах будет очень сложно. Фактом остается то, что мы соседи. Да. Мы же соседи, правильно? И это факт, который признают все стороны. Ну и какие-то нормальные отношения у соседей должны быть. Нормальные. Может, там не дружеские, но нормальные отношения. Вот для того, чтобы они были нормальные, руководство Грузии не должно предпринимать усилия по блокированию гуманитарных проблем, экономических проблем. Нам и так сложно живется. Мы же тоже свою работу проводим, и мы называем причины, по которым тот или иной проект не реализуется. И мы будем называть вот позицию, в том числе грузинской стороны. Это не будет приводить к увеличению симпатий между людьми. Поэтому вот в этих вопросах тоже нужно, чтобы ваш голос был еще более громким и отчетливым. А вопросы, связанные с ковидом, понятно, проблема важная. Она, видимо, долго еще будет эта проблема существовать. Мы противостоим, но, конечно же, с благодарностью примем помощь, любую. Там, это может быть материальная помощь, это может быть помощь медикаментами. У нас есть определенный дефицит медикаментов, медицинское оборудование, врачи. Мы не перестанем никогда общаться с представителями европейских институтов или мировых институтов, потому что мы хотим быть открытыми, мы хотим, чтобы нас знали. Мы хотели бы сегодня с вами тоже поговорить, как вы думаете, какие приоритеты, где нам надо еще больше сотрудничать, где есть такие возможности, где мы можем как международники тоже помогать.
Здесь в Абхазии есть наши коллеги, которые работают везде в Абхазии. Там есть разные проекты по разной линии. Наше агентство ПРОН, про развитие это занимается ФАО, которые работают особенно в сельских хозяйствах с фермерами. Там есть ООН «Женщины», которые особенно с женщинами работают, ЮНИСЕФ с детьми. УВКБ особенно тоже посмотрит с людьми, они особенно в Кали, в Скальском районе работают, но тоже в других районах. И они все по свой мандат работают, и мы хотели бы с вами сегодня посмотреть, как мы можем еще побольше там сотрудничать. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил с рабочей поездкой Тхуарчалский район. Глава государства провел совещание с активом районной администрации, на котором обсуждался ход реализации инвестпрограммы, состояние системы образования и сельского хозяйства. Кроме того, Аслану Бжания рассказали об эпидемиологической обстановке, уровне собираемости и задолженности по электроэнергии, о криминогенной обстановке. После совещания президент посетил здание новой районной больницы. Смотрите расширенный репортаж о рабочей поездки президента после выпуска новостей. Президент Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на выборах президента Республики Никарагуа. В Республике Абхазия придают особое значение развитию абхазо-никарагуанских отношений, основанных на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Убежден, что межгосударственное сотрудничество, обладающее высоким потенциалом, будет реализовано во всех сферах, представляющих взаимный интерес, отмечается в частности в поздравлении. Аслан Бжания пожелал президенту Даниэлю Ортеге и вице-президенту Росарио Мурильо успехов в решении важных для Никарагуа вопросов. В канун Дня милиции в учебном центре МВД прошла презентация книги, в которую вошли истории 28 героев Абхазии, связавших свою жизнь с правоохранительными органами. Идея создания книги принадлежит начальнику учебного центра, подполковнику милиции Игорю Базильскому. 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел. Это праздник всех, кто посвятил свою жизнь служению народу, закону и отечеству. История абхазской милиции насчитывает 100 лет. В честь этого знаменательного события учебный центр МВД Республики презентовал книгу Апснафархадша. В ней истории 28 героев, которые во время Отечественной войны народа Абхазии проявили мужество и героизм, принимали участие в оперативно-розыскных мероприятиях против грузинских разведывательно-диверсионных групп. Сбором и систематизацией материала занималась кафедра гуманитарных дисциплин под руководством Софы Бадриевны Сичинава. И хочется отметить, что уже даже черновой вариант брошюры получил одобрение в высших структурах МВД. И несмотря на то, что, и это тоже очень важный момент, брошюра первоначально планировалась как издание, предназначенное для внутреннего пользования слушателями школы, я думаю, что она вполне достойна того, чтобы получить признание и возможность пользоваться ею всеми, кого интересует история Отечественной войны, наших ветеранов, героев и сотрудников МВД. Учащиеся учебного центра рассказали об истории и развитии абхазской милиции, о тех, кто посвятил свою жизнь защите граждан, о сотрудниках милиции, которые с оружием в руках защищали Родину. Многие из них, пройдя страшный путь войны, преодолев трудности послевоенного времени, и сегодня остаются в рядах милиции. В послевоенный период милицейские группы поочередно отправлялись в район грузино-абхазской границы. При этом погибло 64 сотрудника. Сегодня основная задача милиции – это обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Зачастую профессия милиционера переходит из поколения в поколение. Сергей Сарян – курсант 2-го курса учебного центра МВД Республики. Со своей профессией он определился не случайно. Его отец – подполковник милиции, который сегодня на заслуженном отдыхе. Однако, как известно, бывших полицейских не бывает. На пенсии они начинают новую работу, передают подрастающему поколению свои знания. Я всегда хотел стать сотрудником милиции, чтобы было меньше преступлений именно в стране. Учебный центр МВД, созданный на базе открытой в 1998 году Сухумской средней специальной школы милиции, функционирует со сроком обучения 3 года. По специальности правоохранительная деятельность. Выпускники распределяются по различным подразделениям правоохранительного ведомства. В настоящее время мы готовим
курсантов по направлениям государственная инспекция, дорожная инспекция, участковые уполномоченные. Готовим по оперативно-розыскной деятельности, то есть это оперативные сотрудники наших подразделений. То есть и желающие есть, дети хотят учиться. Может, сейчас не можем сказать, что у нас в этом году был большой наплыв, очень много отсеяли людей в период набора, в период экзаменов, после курса молодого бойца. То есть остались сильнейшие, можно сказать. И мы сегодня их будем готовить на то, чтобы они во благо нашей страны умело служили народу Абхазии. Помимо этого года мы набирали как и девочек, так и мальчиков, то есть независимо от пола. Но в этом году было дано указание принять только мужской состав из-за того, что с вакансиями и трудоустройствами девочек в МВД оказались небольшие сложности. В планах у руководства МВД пересмотреть статус учебного центра. Готовится решение о создании высшего учебного заведения Министерства внутренних дел. Таким образом, большой поток абитуриентов, которые по линии МВД уезжают учиться в Россию, могли бы остаться в Абхазии. Попадают сюда по заявкам районных подразделений Министерства внутренних дел. То есть желающие учиться на милиционера обращаются в орган внутренних дел по месту прописки, подает там заявление, и в зависимости от того, что то подразделение нуждается в специалисте определенного направления, формируется личное дело и уже направляется в школу милиции для прохождения дальнейшей, можно сказать, службы. Мои выпускники не выбирают должность. Куда предложат, где будет вакансия, они готовы служить. Они понимают, не место красит человека, а человек место. И поэтому сегодня мои выпускники здесь в УВД города Сухума несут службу, в госавтоинспекции, в уголовном розыске, в Афонском подразделении, в Ачимчирском уголовном розыске. То есть по всей республике. И, по крайней мере, пока по этим молодым плохих отзывов я не слышал. Как говорит Игорь Базильский, учебный центр МВД нуждается в улучшении материально-технической базы. Сюда необходимо приглашать специалистов из России. И главное – привлекать как можно больше молодежи. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Взаимоотношениям республик Северного Кавказа и Абхазии посвящалась лекция политолога и журналиста Руслана Курбанова, которую он провел в Абхазском государственном университете. Кроме того, Курбанов рассказал о своем видении сохранения самобытности кавказских народов. А до начала лекции с Русланом Курбановым встретился ректор АГУ Олег Огварамия. Репортаж Симы Аргун. Приветствуя гостя, ректор АГУ Олег Огварами отметил, что очень рад встрече с известным политологом. Руководитель вуза уверен, что для наших студентов подобные встречи очень познавательны и представляют большой интерес. Я внимательно посмотрел вашу биографию, и очень солидно все выглядит, как говорится. На фоне того, что происходит вокруг Абхазии, мы не очень хорошо продумываем шаги вперед. А надо это продумывать. Надо, чтобы, так сказать, люди были защищены. Да, мы говорим, у нас есть гарант, это Россия. Это да. Но откуда только не щипают Россию, щипают. Руслан Курбанов поблагодарил Олега Огварамия за теплый прием и предоставленную возможность встретиться со студентами вуза. В ходе беседы политолог рассказал немного о себе, о своей малой родине и о том, какой ценой ему давалось продвижение вверх по профессиональной лестнице. Кавказский характер, как у нас в Дагестане говорят, хасият, это арабское слово, дагестанский, кавказский хасият требовал от меня большей активности, и меня периодически из кабинетов и аудиторий выкидывало то на телевизионные экраны, то в дальние поездки. Вот. И я получился ученым, который на передовой политической борьбы и общественной работы. Мы говорим на разных языках, но у нас один менталитет и схожи кодексы чести, говорит Курбанов. Сейчас Абхазия находится в сложных геополитических условиях. В любой ситуации Северный Кавказ будет рядом со своими братьями, убежден политолог. Для нас Абхазия, я повторюсь в очередной раз, для народов Северного Кавказа Абхазия – это авангард. Абхазия – это пример народа от кавказской цивилизации, у которого
получилось, которому Всевышний дал шанс на создание государственности. И мы все болеем за Абхазию. Мы очень хотим, чтобы абхазская государственность стала более устойчивой, чтобы она стала более эффективной. Курбанов прибыл в Абхазию по приглашению создателей YouTube-канала «Апсны Хабар». Один из них, Ливан Мика, уверен, что опыт общественно-политического деятеля очень важен. Его оперативность, его возможности быстро создавать инфоповоды, обращаться. Вот мы прямо на глазах видели после вчерашнего нашего разговора, как несколько обращений Руслан сделал. И я думаю, вот есть чему поучиться. Руслан Курбанов говорит, что как ученый он научился ответственности, выверенной работе с источниками и фактами, а как журналист – оперативной работе с выкладыванием контента. Сеть требует оперативности и выкладывания, но должна быть, как вы говорите, ответственность, должна быть выдержанность и должна быть прицельность, когда ты попадаешь в свою аудиторию, и ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Вот эта этика работы в сети, она, к сожалению, у молодежи отсутствует. В конце встречи гостю подарили серебряный абсар и Коран на абхазском языке, чему Курбанов был удивлен и очень рад. Я знаю, что это большая смелость, и надеюсь, что это во благо. В ходе состоявшейся затем лекции политолог и журналист рассказал о своей деятельности, видении будущего народов Северного Кавказа. Курбанов в Абхазии уже второй раз. 18 лет назад он принимал участие в молодежном форуме. Нынешний визит носит совсем иной характер. Теперь он здесь в качестве эксперта. Я некогда вот так сидел в студенческой аудитории и слушал тоже лекторов и думал, когда же я начну покорять мир. Мир с тех пор очень сильно изменился, и я бы очень хотел сегодня об этом поговорить, как это все сказывается на народе Абхазии, на абхазской государственности, и что мы должны сделать, чтобы Абхазия, Кавказ, все остальные народы Кавказа в веках не растворились и не исчезли. Студенты не упустили возможности задать Курбанову интересующие вопросы. Как вы относитесь к феномену глобализации в целом, к экономической интеграции, которая сейчас происходит в мире, и к развитию транснациональных корпораций? Особенно это очень влияет на наши такие маленькие народы, Кавказа в том числе, потому что происходит такой кризис идентичности. Конечно, глобализация принесла огромные возможности для резкого обогащения и экономического развития. С другой стороны, как вы говорите, стирается полностью национальная идентичность, особенно у тех народов, у которых нет ресурсов для самосохранения. Руслан Курбанов уверен, что молодежь необходимо стимулировать на поиск ответов на те вопросы, которые ставит нам сегодняшнее время. Сима Аргун, Раму Камке, Абхазское телевидение. Гунба Адам Станиславович назначен временно исполняющим обязанности директора Государственного творческого театра комедии имени Шараха Пачаля. Представляя нового руководителя коллектива театра, министр культуры Гудиса Аграба призвал Адама Гунба к ответственной работе и отметил, что перед ним стоит множество задач, которые предстоит решить. Абхазские энергетики готовятся к зимнему сезону. В этот период ежегодно наблюдается рост потребления электроэнергии. Основные причины – увеличение нагрузок и падение уровня воды в Джварском водохранилище. Что ожидает республику зимой и будут ли введены верные отключения, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Голландция. С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график отключения электроэнергии. Связано это с тем, что в последнее время участились аварии на высоковольтных линиях Ачгуара и Шишелети-1. Линии не выдерживают нагрузок. Провод настолько такой перегружен, нагревается, опускается до земли и отключается. Мы решили отключать последовательно все подстанции, которые на этой линии сидят. Это восточная часть Сухума и до Ингургеса практически, да, Сачимчири, все подстанции, Гулерипский район в том числе. Еще одна причина отключения – дефицит электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище. По словам энергетиков, уровень воды уже близится к критической отметке. С наступлением холодов нагрузки неизбежно увеличатся, и ситуация может усугубиться. Вода исчерпана уже практически. На днях она закончится. Если не будет перетока, вопрос которого еще не решен, будем надеяться, что будет решен. Будет переток, как-то выкарабкаемся. Кроме этого, много других проблем. Даже если там с выработкой, с перетоком, у нас такие нагрузки
Бывают, почему, вот сейчас хочу так постараюсь объяснить, почему, несмотря на вот эти ограничения, потом бывают накладки. Мы ограничиваем, включаем, подстанции перегружаются, линии перегружаются, автоматически отключаются, трансформаторы перегружаются. Они прошли как будто бы свой ограничительный срок прошли. Когда включаем, он перегружается, он автоматически отключается и получается накладки. Нагрузка на электросети за последние 2 года выросла на 25-30%. Это происходит в условиях изношенности самих сетей и деятельности майнеров. Когда ежегодно 3%, 4%, ну так, с ростом, там, скажем, там, курортных этих объектов, все так вот, 1,5, 2, 3% было. А сейчас вот такое резкое, это самое. Наши сети не выдерживают, не рассчитывают. В основном всегда одни и те же линии, одни и те же подстанции перегружены, где все мы знаем, кто питается сегодня, из-за кого все проблемы у нас. Независимо от того, будет переток или нет, веерные отключения в республике неизбежны. Будет ли график отличаться от прошлогоднего, прогнозировать пока сложно. Может, чуть лучше будет. Я сейчас не могу на это ответить конкретно. Это в зависимости, плюс погодные условия. Много там, сочетаний многих вопросов. Сейчас так трудно однозначно ответить, что будет. Но я думаю, будет нехорошо. Энергетики уже начали готовиться к зимнему сезону. Приобретены запасные части к эксплуатационным материалам. На подстанции Сухум-1 практически завершены ремонтные работы по российской инвестпрограмме. На ПС БЗИП-220 также ведутся работы. В скором времени планируется установка нового трансформатора, что позволит увеличить мощность подстанции в 2 раза. Энергетики вновь призывают жителей Абхазии уменьшить потребление до минимально необходимого уровня, чтобы по возможности разгрузить сети. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 10 ноября в Сухуме состоится матч 21-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Сухумская «Динамо» и Галский «Самурзакан». Начало матча в 14 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения, «Система спорта» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 10 ноября в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в ливневый, местами град, в горах снег. Температура воздуха ночью 7-12, днем 10-15 градусов, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.